эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Якутия возглавила топ-3 дальневосточных регионов по уровню деловой активности. В тройку окружных лидеров по индексу вошли также Республика Бурятия и Хабаровский край. Сменяем временное жилье на постоянное. В Якутии продолжается реализация масштабной программы переселения граждан из аварийного жилья. Алроса выполняет все показатели эффективной работы в полном объеме. 2024 год будет для алмазодобывающей компании годом довольно серьезных инвестиционных решений. За последние 20 лет промышленность и бизнес сделали огромный шаг вперед. Якутская птицефабрика перевыполнила план 2023 года по производству яиц. Якутия мастеровая. В Якутске открылась 14-я выставка-ярмарка прикладного искусства и художественных промыслов. На территории опережающего развития в селе Капитоновка и в микрорайоне Кангаласы привлечены 570 миллионов рублей инвестиций и создано 296 рабочих мест. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов на отчете правительства перед жителями микрорайона Кангаласы. На отчете правительства жители особо интересовались дальнейшим благоустройством микрорайона. В том числе были затронуты вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, развитию связи, асфальтированию участка республиканской дороги до паромной переправы Кангаласы-Сотинцы, работе пригородного маршрута и другие. Все затронутые проблемы населением в ходе отчета будут взяты на особый контроль. Якутия возглавила топ-3 дальневосточных регионов по уровню деловой активности. Драйвером роста в Якутии стало улучшение ситуации с продажами и кредитованием. Также в конце прошлого года инвестиционная активность представителей бизнеса в республике сохранила уверенную динамику. В целом же в 2023 году одним из ключевых направлений деятельности для предпринимательства как в регионе, так и в России стала цифровизация. Помимо Якутии, тройку окружных лидеров вошли также Республика Бурятия и Хабаровский край. Более 1 миллиона квадратных метров входят в масштабную программу переселения граждан из аварийного жилья. На сегодняшний день по республике расселено 715 тысяч квадратных метров и 40 тысяч граждан. По городу Якутску признаны аварийными 1245 многоквартирных домов, из которых 162 дома включены в региональную программу переселения. Продолжит тему Даяна Федорова. Прихожка, туалет с ванной раздельные. Там кухня, пойдемте на кухню посмотрим. Новая двухкомнатная квартира кажется настолько большой, что здесь вполне возможно водить экскурсии. В квартиру площадью 47 квадратных метров микрорайон Звездный Надежда Кузьминична переехала летом прошлого года из аварийного жилья с округа Сайсары. Нареканий никаких нету. Большое спасибо за квартиру. Во-первых, там я жила в деревянном доме в этом аварийном. Я 20 лет с насосом жила. И днем, и ночью, и зимой, и летом. Когда сюда переехала, я вообще была довольна. В столице республики признаны аварийными 1245 многоквартирных дома, 162 из которых включены в региональную адресную программу переселения. Это 57 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день 53 тысячи уже расселены. Если у человека есть иное жилье на момент признания дома аварийным, то по закону он должен доплатить именно разницу стоимости между предоставляемым жилым помещением и изымаемым аварийным. Первые сваи микрорайона «Спортивный» города Якутска установили в августе прошлого года. Градостроительный потенциал составит более 300 тысяч квадратных метров. Здесь будут проживать порядка 13,5 тысяч человек. Активно идет реализация комплексного развития территории 17-го квартала, так называемого. Это у нас 7 кварталов, расположенных на территории 2-го, 4-го, 17-го кварталов. Включены в комплексное развитие более 160 домов. Сейчас идет первыми этапами довольно активная работа по первым 11 многоквартирным домам. В Якутии более 60 тысяч граждан подлежат расселению из аварийного жилищного фонда до сентября 2025 года. С начала реализации программы по республике расселены более 40 тысяч человек. Введено 244 многоквартирных дома. До конца текущего года ожидается ввод 95 МКД. Следующая программа переселения, куда войдут более 900 домов, начнется с 2026 года и завершится в 2030 году. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.
В 11 объектах здравоохранения республики завершат капитальные ремонты. Так будут обновлены главный корпус Алданской ЦРБ, поликлиника Алайховской районной больницы, перинатальный центр в Верхоянском районе, врачебная амбулатория в Кобяйском Улусе, женская консультация и родильное отделение Мирнинской ЦРБ и родильное отделение Алекминской районной больницы. Как отметила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева, по нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом России, не первый год идет масштабное строительство ФАПов, врачебных амбулаторий и крупных больниц в районах республики. 2 модернизированных снегоболотохода «Берген» были отправлены в зону проведения специальной военной операции. Вездеходы, полюбившиеся охотникам и рыбакам, теперь проходят испытания в зоне боевого соприкосновения. Сейчас компания «Берген Мото» изготавливает 2 вездехода в месяц, но если будет заказ и потребность, то готовы нарастить производственные мощности. Тему продолжит Александр Хавренко. С 2018 года «Берген Мото» выпускает вездеходы для рыбаков и охотников. В прошлом году компания решила производить технику двойного назначения, и с небольшими доработками 2 снегоболотохода отправились на специальную военную операцию. Схема у нас простая, японский двигатель, вся ходовая от УАЗ-469. Получается, надежная связка и себя хорошо зарекомендовала. Мы отправили 2 штуки на СВО, но там есть некоторые нюансы. Светотехнику изменили, чтобы не было видно, что вездеход едет. Изменили глушитель, изменили каркас вездехода, чтобы быстро можно было снять тент и быстро можно было натянуть тент. Все вездеходы «Берген» собираются в Якутске, в небольшом гараже по соседству с обычным автосервисом. Начинается с рамы этого вездехода. И в процессе уже вместе с этими с обшивками все идет. И в итоге получается вот такой вездеход. По времени, если материалы все уже доступно, поступление есть, где-то месяц-два, 6 человек в общем в бригаде. Вездеход «Берген», кроме высокой проходимости, отличается грузоподъемностью. Одна машина может взять 800 килограмм груза или 6 пассажиров. Военные, опробовав вездеход в полевых условиях, вынесут свой вердикт и внесут приложение по доработке под армейские нужды. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. В регионе продолжается работа по оказанию медицинской помощи демобилизованным участникам СВО, а также их родственникам в больницах республики. На сегодняшний день около 1500 участников СВО получили медицинскую помощь и 2500 членов их семей. По поручению главы региона Айсена Николаева в военных госпиталях оказана практическая помощь военнослужащим. Для обмена опытом в условиях военных госпиталей Министерством здравоохранения с 29 февраля в город Докучаевск выехала группа врачей. А юные жители из поселка Чернышевский Мирнинского района встретились с участниками СВО. В День защитника Отечества ребятам удалось выступить с праздничным концертом в санатории Бесчагда, где на данный момент проходит реабилитацию военнослужащие из Якутии. Как школьники проявили активную гражданскую позицию, смотрите далее. Здравствуй, папка. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немного даже удивилась. Да чего ж ты прежний был во сне? Стихотворение про папу в исполнении 6-летней Таси никого не оставило равнодушным. Вот так 6 обычных ребят из поселка Чернышевский один за другим выступали с праздничным концертом перед ранеными бойцами. Я поездку эту запомнила на всю жизнь. Мы ездили на международный конкурс, ездили поздравлять раненых солдатов. Воспитанники студии детского движения «Мы вместе» и юный исследователь изначально полетели в Москву на международный конкурс, но благодаря активной гражданской позиции руководителя студии им удалось встретиться с военнослужащими. Когда дети приехали в Москву, они не просто смотрели на историю со стороны, они смогли быть частью этой истории. И теперь каждый из детей сможет принести тот опыт, который он увидел. Увидел лица тех солдат, которые плакали, когда они рассказывали свои стихи, обнимали их, несмотря на то, что у них болели раны. Многие из них готовились к операции на следующий день. Да? Но они вот увидели эту такую связь
Помогают детишки бойцам и дома. Они шьют толстовки, балаклавы, а сестры Эрика и Лария Нозины варят мыло и отправляют их в зону специальной военной операции. Люди же боятся, а когда видят, что кто-то начинают подтягиваться. Вот. Поэтому за нами еще есть люди, которые подключаются. И волонтерство, я думаю, что тот, кто просто так помогает, за этими людьми, я думаю, конечно, стоит будущее, потому что тот, кто помогает просто так, это говорит о высоком, развитом душевном состоянии, когда человек помогает просто так. Несмотря на свой юный возраст, воспитанники студии детского движения уже пример для подражания не только для своих сверстников, но и для нас, взрослых. Ребят знают, любят и ждут от них весточки многие бойцы на передовой. Ведь даже самая маленькая помощь бойцам – это огромный вклад в общее дело победу. Анна Васильева, Мирный. Глава Якутии провел рабочую встречу с генеральным директором, председателем правления «Алроса» Павлом Мариничевым. Обсуждены результаты работы компании в первые 2 месяца текущего года, ожидания по кварталу и погоду. Павел Мариничев доложил главе республики, что компания выполняет все ключевые показатели в полном объеме. Также на встрече обсуждены ближайшие планы по развитию минерально-сырьевой базы. 2024 год будет для «Алроса» годом довольно серьезных инвестиционных решений. Компании нужно переходить на добычу алмазов подземным способом, и решения эти нужно принимать уже сегодня. Кроме того, необходимо вовлекать в хозяйственный оборот небольшие месторождения для того, чтобы в перспективе была минерально-сырьевая база для запуска требующихся производственных мощностей. Компания подготовилась к тем кризисным явлениям, которые есть на рынке алмазов, на мировом рынке и в прошлом году, и в этом году. Имеет соответствующую финансовую подушку, поэтому, соответственно, имеет возможность регулировать отношения с клиентами для того, чтобы не допускать дальнейшего снижения цен. Также обсудили ближайшие планы по развитию минерально-сырьевой базы, по диверсификации. В Нерюнгринском районе проголосовать досрочно смогут около 1300 человек. Речь идет об оленеводах, сотрудниках метеостанций, железнодорожниках и работниках вахтовых поселков. И уже сегодня начался первый этап досрочного голосования, о котором расскажут наши коллеги из Нерюнгри. Здравствуйте, проходите. Сюда паспорт предъявляйте. В Нерюнгринском районе железнодорожники смогли проголосовать на станциях, где они работают вахтовым методом. Начальники и дежурные по станции, приемоздатчики и другие работники железной дороги отметили для себя удобство такого голосования. Удобно, потому что, в принципе, нахожусь на вахте, то, чтобы не выезжать никуда. Приехали, проголосовал, все, отдал долг. Раз так получилось, что я на работе вахтовым методом, то так как-то... Вагон с сотрудниками избирательной комиссии для принятия голосов в труднодоступных местах тех, кто работает на железной дороге вахтовым методом, был отправлен в районе впервые. Он прошел по железнодорожным станциям Денисовский, Чульман, Чульбас, Хатыми, Аганьор и Таежный. Мы первый раз едем по железнодорожным станциям, всегда ездили на автомобильном транспорте. Очень интересно, необычно. Люди идут приветливые, приходят к нам, поэтому все замечательно проходит. Досрочное голосование продолжится до 14 марта. Сотрудники избирательных комиссий в ближайшие дни смогут принять голоса оленеводов и работников вахтовых поселков. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы. Причем в качестве проблемы в экономике все чаще называется не безработица, а дефицит кадров. По итогам 4-го квартала 2023 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился, составив рекордные для нашей страны 2,9%, а число безработных сократилось на 560 тысяч человек. В рейтинге стран Европы по уровню безработицы Россия занимает высокую 4-ю строчку, хотя еще в конце 2020 года была на 18-й позиции. Среди регионов страны в рейтинге безработицы Якутия находится на 75-м месте.
За последние 20 лет промышленность и бизнес сделали огромный шаг вперед. За счет постоянных модернизаций компании перевыполняют планы по производству товаров. Не стало исключением и якутская птицефабрика, начавшая свою историю в 1969 году. Что изменилось за эти годы, а также за что любят якутскую птицефабрику работники и покупатели, расскажет Вероника Таюрская. Более 44 лет назад Любовь Мельникова пришла на работу в якутскую птицефабрику, начав свой путь зоотехником. Уже сегодня она является главным диспетчером Центральной диспетчерской службы. Любовь Макаровна рассказала, что за годы работы произошли колоссальные изменения. Предприятие менялось в лучшую, как я вам сказала. Значит, было столько цехов, стало вот это самое намного меньше цехов. Люди, значит, труд облегчился, стали нажимать на кнопочки. Сейчас, конечно, намного улучшился труд у людей. И, я как сказала, благосостояние тоже улучшилось. Развитие ведется по всем направлениям работы. Так новую жизнь получают старые цеха, среди которых и помещения для выращивания молодняка. Это стало возможным за счет национального проекта «Производительность труда», предложенного президентом России Владимиром Путиным, и реализация которого началась с 2019 года. Очень много сделал для предприятия в целом, для отрасли в целом. Почему? Потому что мы сейчас одно из флагманов в своей отрасли в республике и являемся. И благодаря вот тем программам, которые он внедряет, мы достигли тех результатов. За счет постоянной модернизации происходит и улучшение качества выпускаемой продукции. Жители города, приходя в фирменные магазины, покупают яйца ячейками, что говорит о доверии горожан к якутской птицефабрике. Нравится, потому что всегда свежие яйца и фарш тоже свежий. Все свежее. Я здесь постоянно покупаю. Вот сегодня дочка родила кесарева, и после операции обязательно надо куриный бульон, да? Грудку купила для бульона. Яйца всегда свежие. Постоянно мы здесь покупаем. А другие курицы мы не покупаем, в других магазинах не ходим. Только здесь покупаем. Российские предприятия и бизнес продолжают свое развитие, тем самым показывают отличные темпы роста. Это стало возможным благодаря поддержке отрасли президентом Владимиром Путиным. Спектр мер поддержки промышленности и предпринимательства в России продолжает расширяться. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В Ленске в рамках празднования Дня народного мастера в республике прошло традиционное шествие в национальных костюмах. Во время пандемии это мероприятие было дистанционным и проходило в записи, а в этом году после долгого перерыва снова возобновлен очный формат. От Дома культуры «Юность» до улицы Набережной прошли более 30 мастеров, рукодельниц и представителей творческих объединений по декоративно-прикладному искусству. В этот день одеты все они были в яркие национальные костюмы. Колонну возглавлял мастер села Бичинча Алексей Маякунов. Участники шествия привлекли внимание автомобилистов и пешеходов. И это неудивительно. Богато украшенные, искусно сшитые национальные костюмы были видны издалека. Было у нас около 30 участников. Мы прошлись по парку, по новому скверу имени Платона Аюнского. Все костюмы были национальные, якутские, зимние пальто, различные с вышивкой чепраки. Вот, все это засняли, сфотографировали. И затем на следующий день наши участницы, ну не все 30 человек, а в количестве 19 человек, поехали в город Якутск уже участвовать в Якутске в таком же торжественном шествии, которое состоится 5 марта. Выставка-ярмарка прикладного искусства и художественных промыслов Якутия «Мастеровая» собрала в столице региона около 1000 мастеров из 30 районов Якутии. Так, на протяжении 3 дней в Доме дружбы народов пройдут различные акции, конкурсы и мастер-классы. Подробнее о программе мероприятия, а также об участниках выставки расскажет Марферина Алексеева. Выставка собрала 1000 уникальных изделий ручной работы. Стенды украшают самые разные изделия. Это украшения, аксессуары, изделия из бисера, меха, якутские ножи, утварь, посуда, шапки из конского волоса, национальная одежда и многое другое. Также впервые в рамках выставки состоится конкурс семейных династий мастеров. Так, свои семейные коллекции представили 9 семей. К
примеру, династия потомственных оленеводов из Момского района презентовала национальную одежду. С малых лет мы вместе с оленеводами ездим по тайге. И все равно нам все надо уметь. С малых лет нам надо все уметь и шить, и рыбачить, и охотиться, и пасти оленей. И поэтому мы все привыкли с малых лет шить. Конечно, это шить тяжело. Мы еще сейчас продолжаем шитье наших предков. Мы шьем до сих пор с этими жилами, сухожилиями оленей. Пользуемся и хотим оставить для своих потомков. Этот конкурсный проект всей семьей инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Цель проекта – показать, как передаются традиционные семейные ценности от поколения к поколению. Посыл проекта актуален в Якутии, славящейся своими семейными традициями и многодетными семьями. В общем, по итогам выставки-ярмарки будут отобраны победители в 13 номинациях. Сегодня Якутия-мастеровая является брендом республики, а также самым масштабным мероприятием прикладного искусства. С каждым годом участие принимает все больше мастеров. Стилистика национальная, здесь больной с животными. Этот колун полностью из железной болванки был сделан. Все это пробито было вручную. Я пробую себя и пытаюсь, может быть, кому-то это потом получится передать. Привез на выставку свои картины, художественная резьба, дерево, сосна, наша тамутская. Сушишь ее, потом клеишь доски, режешь. Заниматься чем-то надо, это, понимаете, просто в душу. Выставка приурочена Дню народного мастера республики, Году семьи в стране и Году детства в Якутии. Также в рамках мероприятия состоится традиционное шествие в национальных костюмах от сквера Карла Маркса до площади Орджоникидзе. В шествии примут участие более 1000 народных мастеров Якутии, студенты образовательных учреждений, национально-культурные объединения и коллективы учреждений культуры. Марфелина Алексеева, Иван Сорокаумов, Павел Пахомов, Якутск. Знакомство с прекрасным с юных лет. Именно с такой инициативой городская школа номер 26 объявила о начале предметов эстетики. Первый день прошел с демонстрации собственноручно сделанных воротничков, а также с показа красочных рисунков детей. Подробнее о мероприятии расскажет Аман Отов. Мероприятие проводится с 2015 года, и администрация школы ради своих обучающихся с каждым годом добавляет новые творческие направления. Одной из самых зрелищных эстетических дисциплин сегодня стало изготовление тематических воротничков с последующей демонстрацией. Мы делали как раз к неделе искусства воротники, тематические воротники. Это заняло у меня 2-3 дня. Это сначала надо было изготовить сам круг, потом прикрепить детали. Неделя эстетики не только развивает созидательные качества детей, но и помогает родителям активно участвовать в творческой части жизни ребенка. Фигурка все из бивня мамонта. Мы делаем с сыном дома. Вот у нас маленький мастерской есть, и на нем вот фигурку делаем для продажи. И сын делает на продажу, и на карманные расходы зарабатывает деньги. Такая инициатива объединяет разные поколения обучающихся. Так, на этой неделе важную роль в участии в школьном мероприятии примут выпускники. Особенно учителя отмечают, что старшие классы больше всего ждут школьный КВН. Такая практика помогает детям как минимум справиться с волнениями от грядущих государственных экзаменов. Данное мероприятие мы проводим для обучающихся всей школы, то есть буквально с 1 по 11 класс. И оно помогает нашим детям объединиться, стать лучше. Мы каждый год узнаем, что у нас в каждом классе практически есть дети, которые занимаются либо рисованием, либо музыкой, либо каким-то другим видом творчества. Ежегодная неделя предметов эстетического цикла стала традицией в 26-й школе. Такие совместные работы с детьми развивают личностные качества и учат стремиться к высокому, красивому, активному. А самое главное – находиться рядом с единомышленниками и учиться новому.
Аманотов, Григорий Хлопков, Якутск. Состоялся финал турнира Гран-при по борьбе «Хапсагай» на призы Министерства по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности населения республики. Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов со всех уголков республики. Напомню, состязания разделили на две группы. В первой участвовали сотрудники службы спасения, противопожарной службы республики, регионального управления МЧС России, различные силовые структуры и другие ведомства. Во второй – профессиональные спортсмены. В этом году призовой фонд турнира превышает 1 миллион рублей. По итогам соревнований были учреждены специальные призы по номинациям: лучший борец-хапсагаист, лучший бросок, среди мужчин и ветеранов за волю к победе и лучший судья. 5 лет тому назад мы проводили его как первенство среди наших подведомственных учреждений. Потом в последующие годы мы проводили открытый турнир. Потом по согласованию и поддержке Федерации по национальной борьбе «Хапсагай» уже был присужден в категории А, сегодня Гран-при. И в связи с этим победители этого турнира, некоторые ребята могут уже и выполнить, набрать баллы для получения звания мастера спорта. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Хорошего дня.